привет! Сегодня мы будем смотреть интересный состав. Тут предоставил нам Григорий Кириллин. Этот материал называется Silor Ultra KM. Он двухкомпонентный. Вот есть две бутылки, которые нужно будет смешать. Что мы сейчас и будем делать. Значит, вот этим составом я собираюсь покрыть в гараже, насколько хватит, бетонное основание. Вот у меня вот залит бетонный пол. Для чего? Для того, чтобы упрочнить и без того крепкий пол. Да? Ну, бетон, он, конечно, крепкий, но все-таки недостаточно. Для чего? Потому что тут машина стоит, и вот масла, которые могут попасть на бетон, они все же разрушают бетонное основание. Вот, чтобы избежать последствий вот это дело, когда он начинает крошиться, ломаться, портиться от масел. Вот этот момент я хочу убрать. Плюс ко всему, вообще вот этот состав, он еще хорошо работает от грибка. То есть, если покрыть им поверхность, я не буду туда переливать, то появляется такая защита. Защита от грибка. А также он еще имеет свойство гидроизоляции. Это посмотрим. Можно покрывать дерево, оно становится более прочным. И защищает от влаги, от плесени всякой. Берусь в тот угол. Я вот не знаю, сколько мне тут его хватит, но как минимум под то место, где машина стоит. Видно, да? Можете камеру повернуть. Ага. Как минимум вот то место, где стоит машина, я хочу покрыть. А так в идеале, конечно, я покрасил бы весь пол, насколько у меня хватит. Весь пол бы выкрасил. Вот перед работой я его тут пытался помыть, но не всегда грязь получилось отдраить. Вот. Можно красить лафет. Меняют, когда вот холодники, тоже их выкрашивают силором для того, чтобы он не гнил, становился более прочным. То есть для увеличения срока службы, эксплуатации вот этот вот материал очень отлично подходит. Для справки могу сказать, что этим составом покрыта Великая Китайская стена, Останкинская телебашня и Саяно-Шушенская ГЭС. Это вот для того, чтобы продлить их срок службы материалов. У нас вот в Якутии, оказывается, тоже продвинутые хозяева используют уже давно. И более 1000 домов уже покрыли вот этим составом. Особенно популярен он в деревнях. Когда вот люди начинают строить, либо восстанавливают старые свои дома. В банях, говорят, очень хорошо идет. Он гидроизолирует, там же большая сырость. А вот этот состав, он отлично позволяет сделать гидроизоляцию поверхности. В принципе, как вы видите, наносится очень легко. Просто можно там валиком, можно кисточкой, можно вот пульверизатором. Правда, он пахнет, конечно. Поэтому нужно работать в проветриваемом помещении. Все, можешь нажать
Куда? На паузу. Ляпаем, это тоже вырез. Да. Так, Люба.